Какие эмоции ты испытываешь, когда прилетает по гражданским объектам в России? Негативные всегда страдают мирные граждане. Потому что Россия начала войну. И это было, вот такая зуб за зуб. Если даже меня водой обольют где-нибудь в ресторане, я имею право пристрелить человека. По моим моральным ощущениям, а не по закону. Посмотрел интервью Дудя с Майкл Наки. Много интересного, много всего, но мне бы хотелось сделать такой акцент. Во всем, что происходит, во всех интервью, видео и прочее, мне в приоритете именно чеченская страна, чеченская война в Чечне, преследование и прочее. Вот все, что касается чеченцев. И тут получается очень интересная вещь. Послушайте. Какие эмоции ты испытываешь, когда прилетает по гражданским объектам в России? Негативные всегда. Массированная атака Белгорода. Это чудовищно было достаточно, потому что, надо понимать, что реактивная система залпового огня — это не избирательное оружие, и это не дрон в НПЗ, это штука, которая накрывает улицу, это штука, которая накрывает просто какие-то открытые территории, и это довольно чудовищное оружие для применения. И неизбежно практически, если оно применяется по городам, почему это и запрещено международными конвенциями, страдают мирные граждане. Почему это произошло? Если твой вопрос глобален, то потому что Россия начала войну. Если более конкретно, значит, я воспринимаю эту ситуацию, как это уже произошло после довольно серьезных обстрелов Киева и других украинских городов полного залпа. И это было, такая зуб за зуб. Но в любом случае, независимо от целеполагания, потому что, знаешь, многое из того, что чудовищно, в войне эффективно. Но, на мой взгляд, это не делает смерть гражданских приемлемой. То есть всегда, когда умирают гражданские, независимо от того, с какой стороны фронта, я считаю, что это трагедия. У людей, на мой взгляд, нет флага, и цвет паспорта смысла не имеет. То есть, гражданский, он всегда гражданский. Как вы видите, Майкл Наки, как представитель оппозиции российской, находит оправдание действиям ВСУ на территории Российской Федерации. И это, честно говоря, для меня удивительно, потому что такого же рода действия, которые происходили на территории Российской Федерации со стороны чеченского сопротивления, в том числе и российской оппозиции, называлось террористическими актами. Нас называли террористами, нас пытались приписать к международному терроризму и прочее. И тут возникает резонный вопрос. Какая разница между тем, что сегодня делает ВСУ, и какая разница между тем, что делало чеченское сопротивление? Сам Наки говорит, что цель оправдывает средства. Более того, он сам утверждает в этом видео, что зуб за зуб. Влияет ли на твое желание поддерживать армию страны, еще раз, не Украину, не страну, жертву, на которую напали, а именно армию страны, после того, как она тоже делает такие вещи? Нет, не влияет, потому что, на мой взгляд, довольно странно в этом смысле назначать их виноватыми, в том смысле, что, конечно, каждое конкретное решение о каждом конкретном ударе принимает каждый конкретный командир, но я считаю, что пределов самообороны в принципе не существует. То есть... Это твоя концепция. Ты говорил, что если человек ко мне врывается в жилище, я его, Нет, это, то, что ты описываешь, это закон США. Да. Он конкретный. Я говорю, что если даже меня водой обольют где-нибудь в ресторане, я имею право пристрелить человека. По моим моральным ощущениям, а не по закону. И я считаю, что страна, которая уничтожает превосходящая сила агрессора, имеет право, не юридическое, на любое оборонительное действие. Независимо от того, что, да, есть... последствия, в том числе для гражданских. В любой войне, даже то, что считается легитимными военными целями, оно все равно допускает потери среди гражданских. И вот получается так, что 42 тысячи детей убито в период двух российско-чеченских войн на территории Чеченской Республики. 42 тысячи детей убито со стороны российской армии. 42 тысячи, задумайтесь. И нет ни одного убитого чеченцем, бойцом сопротивления, ни одного убитого ребенка со стороны чеченского сопротивления. И тут получается никакого зуб за зуба нету. Мы пытались обратить
внимание российской общественности, международной общественности на то, что происходит у нас дома в Чечне со стороны федеральных войск Российской Федерации, которые учинили геноцид нашего народа. Посмотрите, мы можем открыть и посмотреть любая диверсия, которая происходила на территории России со стороны чеченского сопротивления, и вы не найдете там ни одного террористического наклона. Каждая диверсия заключалась в том, чтобы прекратить войну в Чечне, вывести войска, ввести международных наблюдателей, наказать виновных. Каждый раз. И тут получается, еще раз я повторяюсь, если российская оппозиция в лице Майкла Наки находит оправдание и обоснование тем или иным действиям, которые производит ВСУ на территории Российской Федерации, Белгородской области и прочее, где они выходили, да, то такого же рода действия производили и чеченское сопротивление. Не для того, чтобы терроризировать российский народ, не для того, чтобы навязать им войну или что-то в этом роде. Чеченский народ пытался таким образом, еще раз повторяю, таким образом обратить внимание на действия их федеральных войск, их солдат, их армии и прочее. И единственное требование, которое выдвигалось чеченским сопротивлением, еще раз повторюсь, остановить войну. И нужно подчеркнуть, что российская оппозиция должна прекратить называть чеченцев, бойцов сопротивления, террористами. Мы никогда им не были. Мы отстаивали свою независимость. Мы отстаивали право на свободу. Мы отстаивали право жить на нашей земле. Мы противостояли убийцам, садистам. Честно говоря, вы сами их называете, и Путина называете, и российскую армию, и генералов сегодняшних российских вы называете бандитами, террористами. Вы думаете, они тогда были другие, когда вы были на одной стороне? Они те же самые.